8 июня 2019 года, когда мы были на митинге, нам было сообщено, что на Маусара Эскирханова совершено нападение, и он получил несколько ножевых ранений. Ни для кого не секрет, что Маусар Эскирханов является противником оккупации нашей страны при всех своих плюсах и минусах, при всех своих разных подходах к разным ситуациям. Маусар Эскирханов беженец и пользуется равными правами, как и все здесь. Если же Маусар Эскирханов кем-то помешал кому-то, да, ну ничего не стоило там выяснить с этим человеком, ну, просто на кулаках этот, да, если там честь задета, выяснить на кулаках это дело. Но почему-то на этого молодого человека, на физически не очень крепкого человека совершено ножевое нападение с применением холодного оружия. Полиция его сейчас скрывает. Сейчас уже полиция начала понимать, что все-таки все серьезно. Хотелось бы выразить по этому поводу обеспокоенность. Ранее мы знаем, что на Минкаила Мализаева было совершено нападение в его квартире прямо. Он тоже является критиком путинского режима оккупированного, во временно оккупированной Ичкерии. Затем Минкаила Мализаева пытались похитить и так далее. И вот я бы хотел обратить внимание немецких властей, что если вы не будете принимать во внимание такие моменты и ждать, пока случится то, что случилось с Маусаром Эскирхановым, что случилось там с другими, с тем же Минкаилом Мализаевым, который сейчас вроде бы следствие ведется по поводу попытки его похищения, но мер принимается недостаточно, скажем так. Хотелось бы по этому поводу обратить внимание немецких властей, что соблюдение принципа свободы слова, да, который мы выражаем недавно, пару дней назад, по-моему, Кадыров Рамзан сказал, что он будет ломать пальцы тем, кто печатает в интернете про него плохое, и вырвет язык тому, кто это так говорит. Нет сомнения, что пальцы они ломают, нет сомнений, у меня есть много этому доказательств, нет сомнений, что они вырывают языки, бьют током так, что из ушей и глаз идет кровь и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы немецкие власти реагировали не тогда, когда произойдет какой-то несчастный случай, а понимали, что дело имеют они с террористическим режимом, однозначно, да, пока еще в силу разных дипломатических отношений никто не хочет прямо произносить вот эти слова, но это так. Не только является Россия спонсором терроризма, Россия является сама террористической организацией, в частности КГБ, ФСБ является террористической организацией. И этому масса подтверждений, масса этому доказательств. Поэтому вести диалог какой-то, снимать санкции, да, за агрессивную войну против Украины, это, я считаю, абсолютно неверно. И считаю, что Германия должна в конце концов определиться. Важно основные принципы демократии, да, основные ценности демократии, на которых строится западная цивилизация, и которая благодаря этому становится вот такой привлекательной и отличной. Понимаете? И если Германия перестанет соблюдать эти принципы, то даже отчасти, да, и эта отчасть, это она на самом деле не маленькая отчасть, да, это небольшая, там, ну там, закрыть глаза на какие-то шалости или на какие-то нарушения прав человека, это категорически не так. Россия совершает военные преступления, Россия совершила геноцид во временно оккупированной Ичкерии.
И сейчас нам здесь затыкают рты. Здесь нам нельзя говорить, нам здесь нельзя думать, нам нельзя уходить на митинги, нам нельзя ничего, что где-то там сидят какие-то бандиты, террористы, и нам запрещают. И при всем при этом кто-то пытается сделать эту страну какой-то рукопожатной и нетоксичной. Это не так. Со всей ответственностью заявляем, что это не так. Это преступная страна с преступным руководством, с преступной системой. Страна Россия является для западного человека, может показаться, что это является какой-то страной. Нет, это не так. Россия является симулякром. Правоохранительные органы являются симулякром. То есть они симулируют работу правоохраны, охраны права. Имею подозрение по поводу того, что вот немецкие власти скрывают, где сейчас, в какой больнице находится Мовсар. Он сейчас в тяжелом положении, в тяжелом состоянии. Есть основания полагать, что это есть не просто какое-то сведение личных счетов, а вот именно запугивание, да, взяв самого слабого, легко доступного для нанесения удара, взяли, вот нанесли по нему такой удар, чтобы остальные испугались. Ну, конечно же, никто не испугается. Будем наблюдать за ситуацией, будем внимательно смотреть. И будем надеяться, что немецкие власти примут меры для предотвращения и предупреждения впредь таких случаев.